Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на будущую неделю. Что ждет, что будет, что произойдет. Чем порадуют, чем удивят и что поменяют в вашей жизни в следующие 7 дней. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, так и спросите, что ждет, что по судьбе на будущей неделе. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, неделя очень благополучно идет, прям тьфу-тьфу-тьфу. Все, что касается личного. Личная жизнь, личные взаимоотношения, ваш личный рост, становление. Вот здесь вас ждет успех. Успех, гармония, удовлетворение. Кто у меня в паре, в браке, и у вас есть какие-то проблемки, договориться сложно, конфликтуете, друг друга не понимаете, либо как мужчина не интересуется вами, вашими интересами. Все это наладится. Следующая неделя все уберет. Все острые моменты в ваших отношениях, они просто уйдут. Уйдут, как будто бы никогда не было. Я вижу стремление мужчины к вам и ваш ответ навстречу. Даже если вы сейчас обижены, если вы сейчас сидите и думаете, ох, покажу я ему Кузькину мать, да? Все ему припомню. Вот на следующей неделе, девочки, прям забудете, вот растворитесь в нем, а он растворится в вас. Хорошая гармоничная неделя. У меня вот прям два человечка создают любовь, гармонию, доброту, нежность и ласку. Вот вдвоем. Вот кто в доме вместе проживает, то есть вы на одной территории находитесь, вы даже что-то будете делать приятное для своего жилища. Преображать жилище, может быть, какой-то мелкий ремонт, какие-то покупочки интересные, такие миленькие для дома, для того, чтобы там декор какой-то сделать. Прям вдвоем не разлей вода. Девочки, у кого мужчина, ну так скажем, на кухню не загонишь, тут смотрите, какая лапочка. И приготовить сможет, и посуду за собой помоет, и не только за собой. Вот, прям будет стараться. И, кстати, интимная жизнь, она ведь тоже будет очень яркой на этой неделе. Это замечательно. Кто у меня был без пары? У кого, в принципе, никого даже и на горизонте не было. Вот именно эта неделя вас порадует проявлением активности со стороны противоположного пола. Мужчины прям как эти пчелки на мед будут лететь, либо бабочки на пламя свечи. Прям такое изобилие, и каждый вам улыбается, и каждый вам там комплиментики, там ухаживает, да, всячески старается там помочь, поддержать. Ну такие прям все джентльмены, лапочки. Тьфу-тьфу-тьфу. Отлично, девчоночки, вы как звездочка заблистаете. Вы и так звездочка, а так прям, знаете, прям сияние от вас идет. Удовольствие от того, что вы себя ощущаете принцессой на балу. Вот что у вас будет прям всю неделю. Вот с понедельника и по воскресенье. Повышенное внимание со стороны противоположного пола. Вы и развлекаться будете, и веселиться, и на свидания ходить, и получать помощь от мужчин. Да? Кто-то физически поможет, кто-то в интеллектуальных каких-то вопросах поможет разобраться. Но прям стараться будут. Стараться вот себя показать и проявить. Сделаете ли вы свой выбор, на ком-то остановитесь, я не могу сказать. Это общая отсыпка. Кто-то сделает, а кто-то будет наслаждаться этим моментом. Так, для тех, кто еще не в отношениях, но уже есть какая-то симпатия. Человек вам потянется. Тут будут и предложения, и свидания.
И романтика между вами обязательно будет. Будете наслаждаться. У вас повышается настроение, повышается тонус, и вы вот прям внутри начинаете гореть. Гореть желаниями. У вас появляются какие-то новые мечты. Уверенность, что все, да, все будет хорошо, все будет замечательно. Кто у меня в треугольниках, мужчина не свободен, либо вы не свободны. Здесь вот идет какой-то проникновенный разговор, очень такой честный, открытый. Может быть, ничего особого вам не пообещают, либо вы не пообещаете. Но этот разговор поможет вам прям открыться друг перед другом и сблизиться, действительно сблизиться. Вот четко будете понимать, кто перед вами, что это за человек. Вот прям всю подноготню этого человека увидите и прочувствуете. Хорошая, вот в личной жизни очень хорошая неделя. Так, что касается финансов, по финансам. Кто-то денежки будет получать, но кто-то денежки будет тратить. Сразу хочу сказать, если будут приходы денежные, очень большие. Если будут траты, очень большие траты идут. Ну, извините, подробнее сказать вам не могу, но вижу, у кого-то прям весы, знаете, вот как зашкаливает вверх либо вниз. Так, если будет большой приход денег, ну, понятно, что это всегда приятно, это всегда хорошо. Но у вас какие-то вопросы будут по поводу этих денег, что с ними делать, на что их потратить. Придется задуматься. Для тех, у кого будут траты. Но это траты какие-то необходимые. Избежать эти траты, либо уменьшить эти траты невозможно. Здесь я вам предлагаю просто расслабиться, и пусть все будет как будет. То есть нужно что-то покупать, нужно что-то оплачивать, и вы будете это делать. У вас есть средства, и вы будете совершать эти покупки, либо делать эту оплату. Так, не заморачивайтесь. Главное, не пытайтесь, я не знаю, сэкономить, либо как-то отсрочить платеж. Вот этого не надо делать. Все равно придется. Все равно придется. Вы понимаете, вы даете себе ложную надежду, а потом эта ложная надежда разбивается о стены реальности, да, чтобы себя лишний раз там не травмировать психологически, да, лучше делайте по необходимости. Надо потратиться, тратьтесь. Вот так у вас идет. Тем более я вижу, что эти траты, они не пустые, да, то есть там есть основания. Вы должны, вы это делаете. Все. Потратили, отпустили эти деньги, ну забыли про все, живете спокойно. Так, здесь, кстати, у кого-то будут просить в долг. В долг будут просить, причем большую сумму. Либо для вас эта сумма будет очень большой. Вот. Человек, например, зная, что вам не хватает, либо у вас нет таких свободных средств, все равно придет и будет, ну, прям конючить, да, вот, да и все, да и все. Играть на ваших чувствах. Какое-то некрасивое поведение, тем более человек к вам близок, то есть подруга, может быть, кто-то из родственников. Да, вы будете прям, ну, неприятно удивлены. Вроде как человек все про вас знает, при этом вот у вас выпрашивает то, чего у вас нет. То, что вы в принципе дать не можете. Так, девчоночки, кто с мужем очень сильно, ну, рассорился, да, бывший, я так понимаю, ваш муж, долго там не виделись, не общались. Вот у вас идет появление этого человека. Либо лично придет, появится на ваш порог, либо такое вот оповещение, что я появлюсь. Готовьтесь к моему появлению. Вот. У вас немножечко нервотрепка по этому поводу. Девчоночки, не нервничайте, не психуйте. Ничего плохого не случится. Наоборот, он придет не с пустыми руками. Особенно если у вас общие дети. Здесь идет от него помощь, как и финансовая, так и какими-то вот, я не знаю, продуктами, вещами. Что-то будет оплачивать, что-то будет делать. Даже что-то может поремонтировать. Да, там, трубы починить, там, полочку прибить. Ну, постарается. Скандалов, ссор не будет. Будет вести себя очень прилично. Очень прилично. Вот. И встреча, если состоится, ну, у кого лично появится, то состоится. В принципе, ничего дурного не будет. Так что себя не накручивайте. Видите, он свой лук повернул в другую сторону. То есть у вас стрелы, вот эти вот обидные слова, какие-то претензии, он кидать не будет. Нет. Так, и еще момент. Девочки, у кого, опять же, да, бывший,
и дети с вами живут. Тут может учредить, даже какое-то животное подарить детям. Для вас это будет большой неожиданностью. Животное может в доме у вас появиться. Вот именно от мужчины идет. Либо он оплачивает, покупает это животное, либо он детям там втайне от вас пообещал и привезет. А вы как перед фактом, да, что делать? Ну, принимать, надо будет принимать. Я понимаю, что если обиженный, захочется его послать. Но подумайте о детях, потому что вижу, что дети ждут его, хотят с ним общения. Дайте своим детям возможность пообщаться с этим мужчиной, ну, с отцом. Вам-то понятно, он чужой, а вот детям он все-таки папа. Вот. Ничего плохого не случится. Так. Девочки, у кого мужчина уехал, либо вынужден будет уехать, либо у него работа такая, да, в рейсах, может быть, он у вас. Как-то он уезжает, приезжает, либо ну, как должен ехать где-то на вахте, может быть, работать, да, в какую-то командировку длительную. Вы будете собирать его вещи, вы будете готовиться к этой поездке. Не давайте ему много каких-то вот вещей. У вас какая-то мысль, что-то ему там докупить, накупить, чтобы у него было. Вот одинаковые вещи в большом количестве. Не могу понять, что. Это что-то, может быть, с одеждой связано. Что-то вы хотите. Вот это ему не пригодится. Вы знаете, вы лучше купите ему какие-то таблеточки. Может быть, это что-то вот, ну, не знаю, от диареи, может быть, от головной боли, либо какой-нибудь препарат, который облегчает простудные состояния. Вот аптечка. У него должна быть аптечка с собой. И проверьте, что там есть. Если аптечки нет, лучше купите ему аптечку вот с самыми необходимыми препаратами. Вот это может ему пригодиться. Вот либо ему, либо его, например, там, однокашнику, напарнику. Вот подумайте про это. Это нужно, это необходимо. Девочки, кто сами будут ездить, да, какие-то у вас поездки, может быть, вы в командировку поедете, может быть, вы вынуждены будете по делам где-то вот выехать там, за город, да, либо в соседний город, у кого-то прям идет поездка. Как-то вот неожиданно перед фактом вас ставят, что вы должны ехать, и вы поедете. Значит, мои хорошие, одевайтесь потеплее, либо имейте одежду, которую вы можете подеть, ну как, чтобы согреться, да. У вас вот идет, у женщин особенно, я вижу, вот мерзнет тело, конечности мерзнут, прям зубками стучите, колотунчик такой у вас. Прям риск замерзнуть, подмерзнуть и чувствовать себя очень некомфортно. Вот. Поэтому подумайте об этом. Может быть, с собой носить, может быть, какое-то термобелье себе купить. Особенно те, кто будет куда-то ехать, выезжать, отъезжать, может быть, на дачу вы будете ехать. У вас должен быть какой-то вот комплект теплой одежды, чтобы вы могли одеть, либо подеть под себя, ну, под обычную одежду, чтобы вы не замерзли. Какой-то прям риск переохлаждения. Понятно, что еще не зима, но я вижу, что у вас прям зубки стучат, вот подмерзнете. Так, по поводу детей. Дети. Ну, дети у нас притаились, никак себя активно не проявляют, ни в плюс, ни в минус. В принципе, девчоночки, что-то притаились. Проверьте, чем занимаются, с кем общаются, какие интересы имеют. Понятно, что хорошо, когда дети не балуются, да, когда они заняты чем-то, но очень важно проверять, чем занимаются ваши дети. Вот. Особенно вот социальные сети, интернет. Не знаю, не поленитесь, посмотрите историю браузера, где ваш ребенок был, какие странички посещал. Надо быть в курсе. Я ничего дурного здесь не вижу, но здесь прям, ну, такой, знаете, отсыл к тому, что нужно владеть информацией, чем занимается ваш ребенок. Так, кто-то, кстати, будет усиленно работать на какой-то результат. Вам важен результат, либо вы хотите показать кому-то результат. Может быть, это работа, какой-то проект, может быть, это ваш бизнес. Знаете, человек не будет вас судить по результату,
скорее вас будут судить по вашим коммуникаторским способностям. Вот насколько вы умеете общаться с людьми, насколько вы можете объяснить свои мысли, свои желания, донести информацию. Люди будут опираться на это. Если мы говорим о какой-то селекции, о каком-то выборе, и вы, например, конкурируете с другими людьми, допустим, за какую-то должность, либо за какой-то контракт, выберут того, кто самый красноречивый, кто убедительный, кто умеет говорить. Не тот, у кого прям самый лучший результат, а именно вот коммуникация. Я понимаю, что звучит странно, но в данном случае выходит вот такой вот прям совет и рекомендация. Потратьте время, я не знаю, потренируйтесь говорить, потренируйтесь легко переходить с темы на тему. Это будет важнее, чем результат конкретный. Так, кто у меня работает с клиентами? Здесь очень похоже на, не знаю, маникюр, педикюр, там, брови, ресницы, массаж, может быть, даже какие-то инъекции. Может быть, вы медсестра, да? А может быть, вы косметолог, да, работаете в бьюти-сфере. Но вот к вам приходит большое количество женщин. Может быть, вы стилист, да, и у вас очень много клиентов. Клиентов будет много на этой неделе. Запись будет очень большая к вам. Вот. И вижу, что у вас желание заработать. Вы думаете, ну, если идут, буду брать. Буду работать до последнего клиента. Мои хорошие, если вы пойдете на этот путь, во-первых, увеличьте дозу потребляемой еды. Во-вторых, старайтесь больше ничем другим не заниматься. Старайтесь больше спать, да, чтобы у вас продолжительность сна была гораздо выше, чем обычно, чтобы не попасть в зону выгорания. Вы в таком ритме, темпе вы можете работать дней 7-10. А потом что? Сядете и встать не сможете. Вы вот знаете, как рискуете себя загнать вот этой работой. И вам тогда эти деньги, они не в радость будут. Нет, не в радость. А возможно, кому-то придется, чтобы восстановиться, потратить гораздо большую сумму денег, чем вы заработали. Деньги, конечно, нужны, важны, но в работе надо знать меру. Вот, не берите больше, чем сможете потянуть. Такое идет прям предупреждение. Вот. Больше, конечно, заботьтесь и думайте о себе, о своем здоровье, как физическом, так и психологическом. Так, кто у меня работает? Ну, я не знаю, какое-то производство, возможно. Может быть, вы сами что-то производите, а может быть, вы на кого-то работаете. Какой-то идет какой-то процесс, да? Постоянный какой-то процесс. Какой-то брак возможен. Брак – это не ваша вина, либо вы закупите бракованный материал, либо кто-то, да, какая-то вот цепочка на производстве будет делать брак. А вы как будто бы с этим сталкиваетесь, да. Мои хорошие, не надо стесняться, надо добиваться правды. Надо, если брак, то возвращать, да, добиваться компенсации возврата денег, либо поставки более лучшего материала. Если на работе, на предприятии, на производстве, ну тогда смело нужно идти к начальнику, показывать, рассказывать и ни в коем случае не пытаться самостоятельно решить этот вопрос. Даже если человек, виновник, подойдет и скажет: ой, пожалуйста, никому ничего не говори, а то меня уволят, а у меня 7 детей, а у меня там кредит, я же там с голоду умру. Не слушайте этого человека, идите к начальнику, все показывайте и рассказывайте. Почему это важно? Важно, чтобы не потерять. Если сами на себя работаете, там, попытаетесь как-то этот бракованный не знаю, материал использовать, потратите время, все равно придется переделать. Если вы работаете на производстве, даже вас могут обвинить в халатности, либо в том, что вы не сообщили вовремя о том, что что-то пошло не так, чтобы не было этих неприятностей. А то, знаете, как без вины вас виноватым сделают, либо виноватой. Так.
Кто у меня ищет работу? Кто ищет работу? Ну, будете подыскивать дальше. Тут какие-то варианты у вас тут наклевываются интересные, предложения такие хорошие вам будут поступать. Вы, главное, не спешите. Понятно, что работа нужна, она важна, но вы не спешите. А то вы знаете, как устроитесь, а потом будет очень шикарное предложение, а вы уже работаете. Вот. Чуть-чуть еще подождите, поприсматривайтесь, я не знаю, сходите на собеседование, потренируйтесь на собеседованиях, там цену себе понабивайте, почему, тоже неплохо. А вдруг и больше будут платить, вы же не знаете. Так и скажете, я профессионал, я стою дороже. Не стесняйтесь, поиграйте с этой ситуацией. Вам почему-то вот подсказка такая идет, потянуть время немножко. Так. Здесь какие-то дружеские отношения, дружеские, приятельские, дружеские, может быть, даже соседские. Я вижу, что какой-то человечек вас настойчиво будет куда-то приглашать. То ли в гости к себе, то ли куда-то сходить вместе. У человека большое желание вот именно с вами, ну, не знаю, провести время, поговорить, там, сдружиться, возможно. Очень тепло этот человек к вам относится, никаких дурных мыслей не имеет. Так что если вдруг у вас какие-то сомнения, не сомневайтесь, человек очень положительный. Если у вас нет времени на то, чтобы, ну, скажем так, куда-то ходить, да, либо принимать приглашения, ну так скажите как есть. Скажите как есть. Хуже будет, если вы просто откажетесь. Да, вы просто разобьете сердце этому человеку. Так, кто-то будет заниматься вопросами своих пожилых родственников. Вопросы касаются здоровья, либо каких-то потребностей. Да, у человека есть потребности. Сразу хочу предупредить, человек будет капризничать, человек будет нервничать и вести себя, ну, у кого-то прям отыграется безобразным образом, безобразным. Вот. Вы, пожалуйста, из себя не выходите, поймите, что не зря же говорят, старость не радость. Человек просто себя не контролирует. Не контролирует. Так иногда бывает. Маленькие детки нервные, капризные, и пожилые люди тоже становятся нервными и капризными. Ну, это особенности возраста, такие мы люди. Вот, поэтому примите как должное, наберитесь терпения, и, как говорится, Бог вам помощь. Вот, это просто надо пережить. Так, у кого свекровь очень капризная и придирчивая, будут нападки в вашу сторону, будут попытки вас поучать, будут претензии, будет какое-то недовольство. Причем вот на нее как что-то влияет, либо, не знаю, там что-то в нее вселяется. Вот, то вроде нормальный человек, то как будто в нее что-то вселяется, и она превращается просто в монстра, в Мегеру превращается. Девчоночки, ну, мужчина заступится, вот ее сын с ней сам разберется. Знаете, ему же даже это все надоело, он понимает, что она к вам цепляется, он понимает, что она, ну, отравляют уже ваши отношения. Это же токсично каждый раз такое переживать. Если раньше он там молчал, как прятался в сторону, отходил, то в этот раз он с ней будет вести серьезные диалоги, достаточно в грубой форме. Вот. Честно скажу, вам будет приятно. Вам будет приятно, что он за вас защищает, ну, заступается, да, что он решил вас защитить, и что он решает этот вопрос сам, а не оставляет вас один на один с этой проблемой. Приятно, девочки, приятно. Так, у кого-то, кстати, будет знакомство с родственниками. Родственники вашего возлюбленного, может быть, друзья, родственники, больше похожи на родственников. Скорее всего, в каком-то публичном месте, то есть похожи на ресторан, да, на какую-то кафешку. Вы будете перепуганы, и они будут перепуганы. В эту неделю кто-то из моих зрителей станет намного ближе к своей мечте, чем ранее. Какие-то возможности, какая-то информация, что-то новенькое идет. Новенькое, что приближает вас к вашей мечте, к вашему желанию. Вот прям под конец недели вы просто будете только думать о своей мечте, о своем желании. Будете торопить даже время, да, скорее бы, скорее бы, скорее бы, скорее бы. Вы прям как накануне исполнения. Да, на этой неделе она не исполнится, а возможно в начале следующей, вот тогда будет ваш праздник. Но у вас прям вот, ну, аж трясет вас, да, вот так хочется время подогнать.
отличное состояние, состояние подъема вот у вас идет. Так, кто-то будет очень много готовить на этой неделе. Готовить, еда готовить будете. Что-то, может быть, будете собирать. Я не знаю, время консервации еще есть или нет. Но похоже, что вы как запасы, что ли, делаете. Может быть, вы скупились и запасы будете расставлять. Может быть, вы там кладовочку свою будете перебирать. А может быть, действительно будете готовить на большое количество людей, там, гостей. Может быть, у вас какое-то мероприятие, праздник. Очень много готовки идет. Какая-то возня. Возня с едой, с продуктами у вас происходит. Так, а кто-то, кстати, какой-то урожай будет снимать. Хотя, в принципе, ну, может быть, да, может быть, какие-нибудь там поздние яблоки. Вот. Делать будете с удовольствием. С удовольствием. Такого нет, что вы из-под палки, что вам тяжело. Нет, вы будете делать с удовольствием, потому что делаете для себя, либо для людей, которых вы очень любите. Так. С соседями вот что-то у вас улучшится. Либо вы познакомитесь ближе со своими соседями, либо о чем-то договоритесь с соседями. Как-то вот полюбовно у вас идет. Либо ваши соседи вам что-то дадут, сделают для вас. Как-то очень себя дружелюбно проявят в вашу сторону. Прям будете очень довольны теми людьми, которые с вами рядом находятся, проживают с вами рядом. Так, кто водит автомобиль? У вас какая-то проблема будет с автомобилем, либо с документами на автомобиль. Может быть, права забудете, или что-то надо переделывать, доделывать, что-то получать. Прям вам не по себе. Либо вы в этом не разбираетесь, либо вам кажется, что это какой-то очень сложный процесс. Вот, мои хорошие. Но на самом деле там все будет легко и просто. Просто этим нужно позаниматься. У кого-то мысли нанять человека, кто бы за вас сделал. Вы знаете, вы можете это сделать, вы можете так поступить, но вы очень много потеряете. Я так понимаю, что оплата будет очень высокая. И, может, не повезет, да, человек попадется не очень активный, либо ленивый. Могут даже как-то потерять ваши документы, и вот по времени очень может продлиться. Лучше делайте сами. Разберитесь, вот сядьте, разберитесь и делайте сами. Если будете делать самостоятельно, будет и дешевле, и быстрее. Вот именно так идет информация. Так, кто-то уезжает у меня на этой неделе, уезжает, далеко уезжает человек. У вас прям самолет, который вверх летит, в венце летит. Дорога от высших сил вам проложена. То есть это судьбоносная дорога, дорога светлая, дорога открытая. Вы, конечно, будете что-то переживать немножко, но нет, хорошая дорога. Это вот 1-2 человека. Кто-то будет уезжать, улетать, далеко будете ехать. Там все хорошо будет. Даже и не переживайте. Если кто-то из ваших близких будет улетать на самолете, знайте, что долетит благополучно. Знайте, что ничего дурного не случится. Наоборот, эта судьба позвала человека. Как говорится, с катертью дорожка легкого пути. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.